Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Проект строительства моста через Лену наполовину профинансируют из федерального бюджета. Хирурги-офтальмологи отправляются в Заречные Улусы. В Усть-Алданской центральной больнице провели первые операции по удалению катаракты. В селе Новый Тампонского района культурно-спортивный комплекс становится центром притяжения местных жителей, чем примечателен объект. Женщина, которую эвакуировали при пожаре в жилом доме в Жиганске, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону. Пожар произошел в двухэтажном доме. Сегодня примерно в 13:30 в одной из квартир пожарные обнаружили тело молодого человека 1991 года рождения, а женщину эвакуировали из другой. Следователи организовали проверку, в ходе которой эксперты установят причину смерти мужчины и женщины, а также причины возгорания и все обстоятельства произошедшего. И как раз сегодня у первого зампреда правительства республики состоялся КЧС по вопросам пожарной безопасности. Речь шла о неутешительных цифрах по погибшим в огне за последнее время и мерах, принимаемых, чтобы изменить динамику в положительное русло. По словам Дмитрия Садовникова, во многом виновата особенно холодная зима. Из-за морозов люди были вынуждены чаще использовать нагревательные бытовые приборы. Сегодня мы констатируем то, что увеличение гибели людей на пожарах, оно существенно, оно превышает в 2 раза аналогичный период прошлого года. И мы хотим действительно призвать все надзорные службы, власти на уровнях, для того, чтобы обратили на это особое внимание. Поэтому нам бы хотелось, чтобы мы совместно с надзорными органами, совместно с властями провели определенную работу, чтобы уменьшить в разы это и предотвратить ту картину, которая у нас сегодня происходит. Временно запрещено движение по автомобильным дорогам Самгар и Кабяй. Связано это с ухудшением погодных условий. Так, проезд закрыт по автодорогам Самгар, Сите, Батамай, Булус в Кабяйском и Намском районах, а также на участках Асыма, Бескюэль, Кабяй, Сангар с подъездом к аэропорту в Кабяйском Улусе. На подъездах к автоземникам должны установить информационные щиты, дорожные знаки «Въезд запрещен» и организовать круглосуточное дежурство. Проект строительства моста через реку Лену будет наполовину профинансирован за счет федерального бюджета. Вторую часть возьмет на себя регион и концессионер. Об этом сообщил журналистам вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Напомню, в прошлом году Минтранс России заявлял, что бюджетные средства на строительство моста через Лену не предусмотрены. Как изначально отмечалось в паспорте проекта, капитальные расходы на его строительство составят порядка 78 миллиардов рублей. Точные результаты экспертизы, включая стоимость проекта, подготовят через 30 дней, то есть к концу апреля, уточнил вице-премьер. Необходимость вакцинации от COVID-19 для переболевших россиян оценила вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова. Она отметила, что российские власти пока не видят в данной процедуре потребность. Пока нет необходимости прививать тех, кто переболел, сказала Голикова. Между тем, 28 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. Так, в Якутске заболели 18 человек, в Вилюйском, Ленском, Нюрбинском и Усть-Алданском районах по 2, в Момском и Хангаласском по 1 случаю. За сутки лаборатории региона провели более 1600 исследований на коронавирус. Особое внимание хотела бы обратить внимание на Момский Улус, с учетом того, что практически в течение последних 2 месяцев на территории этого района не выявлялись случаи новой коронавирусной инфекции. В связи с этим частота заболеваний, она в любом случае на настоящий момент, к сожалению, остается. И, безусловно, те меры, которые принимаются, они в обязательном порядке, связаны с ограничением, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, особенно в наших организациях, помещениях, домах, должны соблюдаться.
В Усть-Алданской центральной больнице провели первые операции по удалению катаракты. Более 40 жителей Улуса стали пациентами хирургов Республиканской офтальмологической больницы. Все операции прошли успешно. Второй выезд специалистов планируется в августе. Помимо усть-алданцев, потребность в лечении выразили жители соседних заречных улусов. Напомним, что приказ об открытии филиала Республиканской офтальмологической больницы вышел в декабре прошлого года. Первая операция была запланирована на конец марта. Уважаемые врачи, мы очень вам благодарны за то, что вы приехали, убрали нам катаракту. Жить с катарактом – это беда и неинтересно. А сейчас мы будем жить с радостью и здорово. Якутия вошла в двадцатку самых привлекательных регионов страны по инвестклимату в прошлом году. Создание благоприятной среды для бизнеса и поддержка предпринимателей остаются одними из основных направлений региональной политики сегодня. Об этом сообщила министр экономики республики Майя Данилова на пресс-конференции. По ее словам, в целом на антикризисные меры было выделено около 3 миллиардов 200 миллионов рублей. Кроме того, существенную помощь оказала отмена порядка 1300 проверок. Хорошие показатели у республики и по количеству занятых в субъектах малого и среднего бизнеса. Власти республики продолжают разрабатывать новые меры поддержки для предпринимателей. Мы продолжаем те меры поддержки, которые показали наиболее высокий результат по оценке непосредственно самих предпринимателей. Это субсидии местному производству, это субсидии придорожному сервису, субсидии социальному предпринимателю. Для них, для социальных предпринимателей, отдельные меры поддержки грантовая, то есть они смогут получить поддержку и от республики, и от Минэкономразвития в рамках нацпроекта МСП. Кроме этого, у нас будет ряд мер поддержки прямых, которые разрабатывают сейчас сами наши предприниматели. Родителям детей до 8 лет необходимо подать заявление на единовременную выплату 5000 рублей до конца марта. Напомним, всем семьям с детьми, которым по состоянию на 17 декабря прошлого года еще не исполнилось 8 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную финансовую помощь. 5000 рублей выплачивают гражданам России, проживающим на территории страны. Это касается родителей, усыновителей, опекунов и попечителей. Данная выплата 5000 рублей на детей предоставляется один раз. И если вы уже воспользовались этим правом, подавать повторное заявление не нужно. На территории Амгинского наслега продолжается отлов безнадзорных собак. Всех животных доставляют в пункт передержки. Там проводится ряд ветеринарных мероприятий. Это стерилизация, вакцинация и маркировка. После 30 дней в пункте, если хозяева не объявятся, собак выпускают обратно на улицу. Пункт передержки собак курирует местная администрация. В феврале для учреждения построили новый дом с ветеринарным пунктом и хозяйственным блоком. Здесь и планируют проводить ветеринарные процедуры для животных. Пункт передержки – это вольеры для 20 собак. И плюс к этому вот на этой неделе у нас появится лечебница. Общая стоимость финансовых средств составила 880 тысяч. Из них 200 тысяч это ушло на пункт передержки, на металлические вольеры, и 680 на эту лечебницу. В Ингинском наслеге Тампонского района одно из самых посещаемых мест – это культурно-спортивный комплекс. Он включает в себя сельскую библиотеку. Здесь же находится детская юношеская спортивная школа. Это настоящий центр культурной жизни села Новый. Подробности у Марии Винокуровой. В селе Новый Ингинского наслега проживает чуть более 250 человек. Но жизнь здесь кипит. И Тон задает культурно-спортивный комплекс, где проходят все массовые мероприятия. Даже в период пандемии, хоть и в онлайн-режиме, работа шла своим чередом. Коллектив даже победил в республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры среди сельских поселений». Можно сказать, благодаря этому мы стали делать уже, усваивали уже технику. Мы, сложа руки, не сидели, занимали места, всегда участвовали в конкурсах. Коллектив КСК небольшой, 7 человек. Из них творческие единицы, 3 специалиста, в том числе 2 художественных руководителя. Приехали из соседних сел, но именно они объединяют жителей села. У нас жители очень активные, позитивные.
всегда, если мы попросим, они всегда приходят к нам, помогают, поддерживают. И мы очень сплоченно и совместно работаем с нашей администрацией. В КСК действует 13 клубных формирований. Задействованы около 140 селян, в том числе свыше 40 детей. КСК «Села Новый» – неоднократный победитель творческих конкурсов самого разного уровня. Секретом своего успеха ингинцы считают сплоченность и желание жить интересно. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Ингинский наслег, Тампонский район. В сокровищнице Якутии открыли витрину памяти известного ювелира Татьяны Батюшкиной. Руководство госхранилища успело приобрести несколько уникальных изделий мастера. Экспозицию, посвященную ювелиру, рассмотрела Виктория Федорова. Все представленные работы что-то, да, символизируют и имеют очень глубокий философский смысл. Магический блеск серебра и золота, россыпь бриллиантов. Самобытные изделия мастера Татьяны Батюшкиной сложно не заметить. У каждой работы неповторимый дизайн, который передает таинство и философский смысл изделия. В 2014 году Татьяна стала матерью долгожданного ребенка, и это не могло не повлиять на ее творчество. И мы видим целую серию работ мастера, объединенную темой рождения. Познав счастье материнства, Татьяна создала уникальное колье из натуральных агатов и символично назвала его таинством рождения. Очень долго вынашивала эту идею, очень долго собирала природные камни с рисунком определенным. И если обратить внимание на рисунок агатов натуральных, да, то там можно проследить развитие ребенка в материнской утробе. В 2017 году Татьяна стала триумфатором конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири». Тогда она победила сразу в 2 номинациях. За колье «Три мира» жюри присудили ей первое место в номинации «Образ Сибири в ювелирном искусстве» и наивысшую награду конкурса «Гран-при». Татьяна прожила очень короткую, но яркую жизнь. Ее работы и по сей день привлекают внимание жителей и гостей республики. Сегодня я привела сюда свою внучку, Высоких Таню, которая впервые здесь побывала, и она получила очень большие впечатления. Это, конечно, уникальное место нашего города, нашей республики. И я полагаю, что вообще каждый житель должен обязательно здесь побывать. Отныне работы Татьяны Батюшкиной станут постоянной экспозицией в сокровищнице республики. И любоваться ими сможет не одно поколение якутян. Сюда попасть можно очень просто. Мы открыты. Надо подойти в кассу выставки. Или по телефону можно дать заявку, записаться и приобрести билеты. Коллективную заявку мы принимаем. Сейчас вот как раз во время школьных каникул с Улуса приезжают школьники. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. К этой минуте это все новости. Не забывайте носить маски, соблюдать безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.